Дорогие друзья, всем здравствуйте. Вы на канале Бай-Балалай. Мы начинаем серию подкастов. Хотим что-то познавательное на этом канале выпускать, поэтому меня зовут Максим. Сегодня мы поговорим об истории, о народе Саха. А как правильно вообще на самом деле? Вот со мной сегодня кто? Меня зовут Максим, а мой гость сам себя представит. Меня зовут Айтал. Айтал, Я историк. историк. Я тоже историк, только я был студентом. И закончил, и стал учителем истории обществознания, и совсем не работал. А Айтал, Я противоположность, пошел в школу, учился и стал историком. а получается, ты сначала работал или как там было? Ну, то есть отучился тоже здесь, да? Ну, Или я как? закончил ЕГУ в Мгм. 2000 каком году? В седьмом, Мгм. да. Потом работал в школе, потом поступил в аспирантуру и пошел-поехал. А где проще преподавать? Я вот всегда хотел спросить. В В школе школе. Пардон, нет, не в школе. или в В университете? университете, конечно. Потому что, например, в школе тяжело, потому что это, во-первых, родители, это дети. М. И, например, маленькие дети, они очень быстро чувствуют фальшь. Ну да. Да, вот ты не сможешь там, если ты вот плохой учитель, вот сразу тебя вот, ну, как бы сказать, спалят. А, Маленькие дети, они тебя сразу начинают раскусят. да, вот, пардон, да, вот, да, раскусят, и ты вот, ну, застопоришься. А кто тут лучше? Ты лучший учитель или Я преподаватель? преподаватель. Лучший преподаватель. Не лучший преподаватель. Не, я говорю, лучший, ну, Лучший в преподаватель. своей именно стезе, типа, либо Да-да-да, учитель, преподавать лучше, преподаватель. потому что, ну, тебя слушают. Ну да. Потому что ты должен поставить им зачет, и человек должен волей-неволей. Ну-то им надо, короче, Это им больше. надо, да? Вот и Ага, они вот скрипят зубами, терпят твои шутки да. и тебя самого. Поэтому преподавать легче. А школа — это школа. Там уже, да, надо базовые какие-то знания давать. А на чем специализируешься ты? Ну вот по истории. Я-то знаю просто, потому что я не знаю. Я сейчас занимаюсь вопросами, ну, пытаюсь ответить на вопрос, почему Саха в 21 веке сейчас Саха. Сахалар того Сахалары. М. В Почему Саха? 21 веке. В смысле, почему Саха? Да, сейчас. А вот смотри, еще... Можно же быть там казахом, кыргызом, англичанином, орком, гоблином, эльфом, да хоть кем. Да. Ну да. Ну да, но мы как бы упорно там стучим по Ну столу. типа в плане, что мы... Идентичность. Да, идентичность. Да, я занимаюсь вопросом идентичности. Но сейчас вообще типа такое право все ищут. Почему-то вот именно как будто бы вот это буквально 5 лет, может 3 года, прям вот самоопределение как нации, как Народа. отдельного народа, что у нас своя история, своя культура. Вот. А почему, смотри, вот давай начнем, короче, с первого, что я буду сегодня студентом. Сегодня буду задавать вопросы, много вопросов. Смотри, почему говорят, к примеру, меня вообще называют мои друзья манкуртом. Что такое манкурт? Давай объясним сначала, что такое манкурт. Манкурт — это человек, который не помнит своего, ну, как бы, А. рода. Откуда он, кто он. Это я, короче. Потому что я такой, типа, зачем вы? Я им говорю всем, зачем вы там... Надо говорить, я асфальтовый Саха. Асфальтовый Саха? Да. Это что Городской. такое? Городской Саха. Ну вот, Да. типа такого. Что я говорю, мне как бы без разницы, какой национальности. Почему-то лично мне, короче. Я такой, блин, я человек просто, и все. Какая национальность? А вот многим, даже вот я когда с друзьями общаюсь, некоторые говорят, не называй меня якутом, называй меня Саха. В чем Ну, отличие? тут как бы коренные ошибки, потому что якут, Саха — это один и тот же термин. Да, вот, потому что когда русское государство начинает проникать сюда, первее всего о народе Саха они узнают у тунгусских народов. А тунгусы народы, они говорят яка. Якульская семья, якут, яка, якалар, яка. Ну то есть это произошло не от русских, которые пришли, это не они называли так народ Саха, Нет. это именно тунгусы называли. Да. А почему яка? Яка, Саха. Ну, тут это же диалектизмы, это какие-то народы, ну, например, японцы, мы же все знаем японцы, да? Мгм. Они не могут говорить букву, там, как, Р, да? Или Мгм. Л. Я не знаю, я с японцем не Короче, знаю. там что-то, да, вот то ли буква Р, то ли Л. То есть у них вообще нет этого Нет звука. звука, например. Даже у Саха, например, нет предложений, начинающихся с буквы Р. Поэтому мы говорим республике. То есть всегда вначале гласное, а потом согласное, да? Да-да-да. Р буквы нет, мы говорим как эльфы.
Эльфийском языке тоже нет буквы «р», там «ш», там, так далее, так далее. Прикольно. Ну вот, короче, мы подошли плавно к тому, о чем мы сегодня будем говорить. Мы сегодня будем говорить о народе Саха, о нашей национальности. Кому это интересно. И вообще про тюркоязычные народы немножко тоже поговорим. Давай вообще разберемся, как мы оказались здесь. Какое было вообще расселение у тюркоязычных народов? Откуда пошел... Ну, мы тюркоязычные, Да. все прав я. Откуда пошли якуты? Вот давай вот так начнем. Давай. Так, это хороший вопрос. Скажу для зрителей и слушателей, что недавно вышла новая книга касательно этногенеза народа Саха. Мгм. Это раз. Ивана Игнатьевича Николаева. Он будет в общем доступе где-то, ну, начиная, с весны точно. Вот май, там где-то, наверное, появится в магазинах. Третья книга, трехтомник истории Якутии, которая сейчас есть, да, новая, там уже, в принципе, все расписано. Если сжать все кратко, то тут есть три теории, это все знают, да, о том, что есть такое понятие теория южного Мгм. происхождения народа Саха, автохтонная теория и третья теория, которая говорит, что не все так сложно. Мгм. Когда ты начинаешь изучать свой народ и задаваться вопросом, ну, откуда пошли Саха, тут несколько источников исторического знания, 4, Мгм. если спойлерить, да. Первое — это материальные источники, то есть археологические раскопки. Они говорят о том, что у нас первые скотоводы на территории Якутии начинают проникать где-то, ну, уже углубили Кулунатах, углубили до, ну, 9-10 век точно. Мгм. Но это не Кулунатах. Ну, там тонкости археологи, этнографы сейчас пытаются понять, это вот Кулунатах, это Саха или не Саха. Но Мгм. факт есть факт, что это скотоводы. Это раз. Второе... Ну, якуты, получается, мы не были охотниками. Вот так можно сказать, да? Нет, тут вот до этого дойдем. Подожди, до этого дойдем. Я вот пытаюсь вот когда вот Олонхо раскачаться. Мгм. Второй это источник информации, это у нас фольклор. Олонхо, например. Да, вот Олонхо, он углубляет культуру народа Саха, культуру жизнеобеспечения народа Саха на тысячи лет назад. М. То есть мы говорим про 9-10 век, да, а тут мы говорим про тысячи лет, когда вот какие-то звери, какие-то географические названия, которых здесь в Якутии нет, например, да, вот это вот встречается в Олонхо. Мгм. Третий фактор — это письменные источники. Они у нас якуты... Да, можно говорить, что у народа Саха была письменность, но эта письменность все-таки была, ну, на уровне там отдельного племени, отдельной семьи, может быть, какие-то, да, Ну, то есть кто научился или кто сам изобрел, да, или как ну, начал как бы, писать? да, вот какие-то вот зарубки, например, да, вот какие-то М. знаки, например, можно там рисовать, там, или там узоры можно. Это факт, М. это факт, потому что очень много вот якутских торговцев, да, вот купцов, которые торговали по всей Якутии, по всему, как бы, Дальнему Востоку, Китаю, например, у них были свои тетради, какие-то записи, да, вот это вот. Ну, то есть кому нужно было, тот как бы Записывал, да, что-то записывал, да. записывал. А вот письменность, которую вот мы понимаем сейчас, да, вот чтобы это было понятно, написал там Коля дурак, и все понимают, что Коля дурак, например, да. Вот это такая письменность у нас появилась, начиная с 17 века, как раз московским государством. Мгм. Когда московское государство начинает проникать сюда, Якутия начинает входить в состав русского государства, Мгм. да, вот уже 400 лет как минимум, да. С этого момента у нас появляется понятие, вот, да, вот казаки начинают писать: якут такой-то с такого-то рода, саха такой-то, ну, якут Нет, такой. вот как именно, смотри, ну, они привезли, ну, русскую письменность же. Ну, Ну получается. да, А да. как она, как появилась именно из русской, якутской, как... Ну, например, уже в 70-е годы 17 века Мазары Базеков ехал челом бить Алексею Михайловичу царю. То есть, если Мгм. бы, например, мы говорили о том, что вот якуты — это вот народы, который был завоеван и прочее, 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 то, ну, посмотри, да, вот Мазары Базеков, он написал письмо от имени всех якутских тойонов, 30 Мгм. с чем-то человек, и пошел самому главному, да, вот говорить: вот мы тут хотим обычное право, дайте нам обычное право, да, вот самому. И закончите беспредел воевод, например. М. Видишь, если бы, например, Сахан не понимали бы, что такое государство, что такое письменность и прочее, 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 такого феномена, как Мазары Базеков, да, вот Хангалаский, да, вот больше такого не было. М. Так что не надо умалять свой народ. Нет, а я вообще не умоляю. Мне наоборот, Так, мне ладно. наоборот И интересно. четвертый фактор очень интересный, это генетические исследования. Мгм. Как вот тут начинаются проблемы, потому что с одной стороны, вот Эллей Ботор, он генетически доказан, что у каждого... Вот мы с тобой братья. Да, Мгм. вот у нас, например... Ты с какого улуса говоришь? Солёкинского?
Ну, как бы, да, тут как бы еще тут надо посмотреть. Но все-таки, да, мы аймақтар, типа. Я сам из Верхнеудинска. В общем, один предок, в общем, есть. Да, один предок, который вот по мужской линии, он жил 500 лет назад, плюс-минус 50 лет. Там Это как, типа, от него в пошел генетике. первый... Элли Ботор. Первый... Почему он предок наш общий считается? Да потому что он как бы все, как бы вот эти усалданские, вилюйские улусы, там вот эти центральные пути, они все вот эти гены взяли, ДНК посмотрели. И У них у сказали, всех да, есть схожий ген, да? схожий ген, один первый предок, и это нас сближает с кочевыми народами, потому что у всех кочевых народов есть один предок, вот такой, да, вот, по мужской линии. Мгм. И по женской линии, например, мы наблюдаем уже где-то больше там, вот если честно, я не сейчас, наверное, ошибусь. Ну, мы не претендуем здесь на прям точность. Окей, ладно, на хорошо. точность. Пускай доказывайте, Да. пишите в комментариях, можете нам доказать что-то обратное или уточнение. Мгм. Так вот, где-то 8 как бы предков по женской линии. То есть, де-факто, получается, один мужчина появляется здесь, из Южной Сибири или Северной Монголии здесь появляется, это точно. И он начинает брать в жены местных женщин. Женщины, они всегда были главным ресурсом в Сибири, вообще и в Евразии. И получается, И вот 4 теории происходят. грубо говоря, один мужчина, 8 женщин, и отсюда пошел какой-то род определенный. Да. Теперь вопрос, на каком языке они говорили? Вот самый главный вопрос. Вот это интересно. Потому что если мы говорим 500 лет назад, когда начинает появляться народ, да, вот тысячелетней давности народ, культура, да, вот мы, например, помним, у нас культурная память, она вот углубляет нас на тысячи. Но 500 лет назад, вот с сегодняшнего это года. Сегодня, да. Сегодняшнего года. Ну, не сегодня, 2000. Ну, типа 16 век, типа, да? Поэтому я сказал плюс-минус 50 лет. Ну ладно, 15-16 век. Где-то так, Угу. да. И вот генетические исследования, они доказывают южное происхождение предков. Южная это, Да. мало кто Теперь понимает. сейчас вот забомбит у тех людей, которые считают себя автохтономистами. Как это так? Мы, саха, здесь появились. Я согласен с ними 100%. Почему? Потому что нет такого... есть две теории. В этногенезе есть только два пути. Это конвергенция и дивергенция. То есть, когда-то один народ расщепляется на две части, расщепляется. И соединяется, типа, да? Или вот, вот он соединяется. Да, вот. Из двух народов появляется один народ. Так вот, саха — это как бы из нескольких народов, да, вот появляется один народ. Ничего себе. А из каких народов есть? Полезиатские, тунгусо-маньчжурские и тюркоязычные народы. То есть, получается, саха, если типа далеко уйти, то мы родственники эвенкам. Нет. Если с точки зрения смотреть языка, то да, потому что мы все входим в алтайскую языковую семью. Алтайская языковая семья делится на группы: тюркско-языковая группа, тунгусо-маньчжурская и монгольская. И некоторые говорят, что вот японцы, корейцы тоже входят в алтайскую языковую семью. Поэтому ты любишь кей-поп. Я вообще не люблю. Я понял. У меня Дораму тоже. подруги. Дораму. Да. Поэтому мы У тебя любим тяга. кей-поп и дораму. Потому что это и махи. Ничего себе. Через язык, да, вот какие-то родственные. Это шутка. Не, это научный факт. Это шутка. Это научный факт. Так, ладно. И вот языком, да, вот мы говорим о том, что, да, вот можно так определить. Так, вообще, разберем, короче. Вот тут с терминами все равно мы сыпем, а там люди будут смотреть, но вообще по-любому терминов не поймут. Какие термины? Допустим, теории, понятно, южная. Южная — это с какой части мы пришли? Вот разберем. Так, я сказал, это Сибирь, да, вот. Сибири. Да. А почему, допустим, Турция есть? Это же тут надо говорить о том, что не путайте тюркоязычные, не тюркские народы, это неправильное понятие. Надо говорить тюркоязычные народы. Потому что тысячи лет назад мы говорим о том, что существовала какая-то вот общность тюркоязычная. Это могли быть скифы, саки, да, которые говорили на тюркском языке. При том, что скифы, саки, тюркоязычные народы, тюркский язык — это был государственный язык. То есть был какое-то племя, тюркское, которое говорило на тюркском языке, оно объединило все вот народы, которые жили в Евразии. Поэтому, когда говорят, вот сейчас, наверное, озвучу непопулярное мнение, Евразия становится континентом, когда ее кто-то вот объединяет. Вот, например, это 1000 лет назад это были тюрки. И вот мы какой-то вот отголосок былых времен, когда вот тюрки хозяйничали, былого величия, да, вот. Поэтому каждый вот тюркоязычный народ, вот казахи, якуты, алтайцы, тувинцы,
башкиры, татары, чуваши и прочее, прочее. Вот я там, вот имперские какие-то вот амбиции непонятные. Ты А, сидишь там где-то в тайге или там в степи сидишь, да, вот я там потомок а это великих. отголоски прошлого, в общем, такого То есть это культурная имперского. память, это гены, да, вот такой момент, Интересно. да, вот от Охотского моря до Эгейского моря. То есть получается, ну, грубо говоря, ну, вот тюркоязычные народы, вот это то самое, которое было, может, Да, и вот империя, Якутия, или да, что, она вот была где? империя, да, вот Где она была? Она была... ну, я говорю же, от Охотского моря и до буквально Эгейского моря. Второй народ, который так объединил Евразию и Ну, превратил ее в континент, это было монголы. ну да, это понятно. Монголоязычные. Поэтому у нас, например, у якутов очень много в языке, особенно хозяйственной, вот таких, да, терминологии хозяйственной. Ну, как бы далбар, далага, Ну, очень, например, да, да, это монголизмы. удобный язык в плане Монголизмы, нет, хозяйства. не то чтобы удобные, это вот монголы сюда приходят, ну, например, даже тот же самый Джучихан, он, да, вот буквально, вот легенда про этих туматов, да, вот тумата, хору Мгм. туматы, да, вот это вот Джучихан, да, вот Чингисхан лично очень сильно как бы озлобился на туматов. Сейчас не скажу за что, но вот Джучихан, он, например, его сын старший, доходил до Байкала и северных ее территорий в карательных экспедициях. То есть уничтожал туматов. Вот есть наследие, есть в Якутии, называется тумат в Бурунском районе. Мгм. То есть мы с тобой сейчас узнали, докуда убежали туматы от Монголов, да? Джучихана. Да. Мгм. Если не... И понятно, что Джучихан, например, он сюда ехал не, ну, как бы не дома строить, Мгм. театры оставаивать, да, он просто был конный воин, который охотился за людьми, ну, как бы каким-то племенем. А, то есть он был... Ну, это его личная цель была, вот, истребить вот Ну, это не племя. личная цель, а ну, какая-то государственная задача монголов. Ну, мы же не будем говорить про империю монголов Ну сейчас. да, зачем? В общем, ну, расселение-то я все равно не понял, как было. Ну, тюркоязычное, но почему у нас, ну, получается, они вообще раньше жили на всей территории Евразии. Это потому что кочевали, потому что кочевники, туда-сюда. скотоводы, коневоды, да, вот это вот Мгм. скотоводы в основном. Тюркоязычный народ однозначно это не земледельцы. Хотя, да, есть земледельцы, почему нет? Татары, например, да, вот у них, Мгм. вот они, они занимаются земледелием уже ну, наравне с русскими, например, да, вот Мгм. это надо понимать. А, Но вот самый близкий вот народ, если вот взять сейчас возьмем из всего, наверное, содружества тюркоязычных народов, ну, вот сколько у нас там государств? Много же их получается там, если это раскинуть? тюркоязычные народы, да. Но вот турки это тюркоязычный народ, но они европейцы. М. Это европейские народы, они как бы, ну, никаким боком, вот как бы ты вот пытался турков себе, Зароднить не получится, да? ну, телом, мясом, как бы ты этот Другой уже. другой, он другой. Все понятно. Он европеец, например, да. Нам ближе больше, ну, скорее буряты, алтайцы, тувинцы, например, да, вот в таком формате. Потому что у нас общие предки, вот, которые Мгм. вот там N1, там, по-моему, как-то вот гаплотипы у нас А как, одинаковые. интересно, тюркоязычный вообще, ну, выглядел предок наш? Он он Да, близок вот по хороший внешности вопрос. к кому? К К тебе, нам? кстати. Ко мне? Да, потому что он был такой... Ну, кто-то говорит, вот тех же скифов, тех же тюрков, да, они были голубоглазые блондины, там, горбатый нос и прочее, прочее. А я вот такой, ну, тунгусский, там, да, вот бурятский, тип Ну, я монгольский. вообще не голубоглазый блондин, конечно, но прикольно. Вот, типа, мы так выглядели Ну, раньше. да, вот есть такой... И даже вот, например, Олонка, Мгм. Нургун Батур, да, описывается как вот высокий, там, чуть ли не вот светлый мужчина, светлым лицом, горбатым носом. Вот такой момент. Интересно. Ну, а почему сейчас такое вообще интересное? Ну, почему люди еще... Ну, мы вот... Почему у якутов, у саха мы сейчас ищем вот это самоопределение какое-то, мы хотим выразиться как народ. В чем это? Это что такое? Потому что... Это комплекс или это, наоборот, желание, что это Ну, может стремление? быть, комплекс, да, какой-то, да, вот попытаться... Ну, вообще нас мало, да, например. Смотри, это моя любимая тема, кстати, вот считать народы. Например, в Российской Федерации живет 145 миллионов человек. Мгм. 90 с чем-то процентов это русские. Ну да. Да, ну, абсолютное Ну, большинство. да. А потом идут по численности кто? А кто после русских идет? Татары. Ну Сколько их? да. Я не знаю, сколько. В России живет Миллион? где-то 2 миллиона? ну, 5 миллионов. 3-5 А миллионов. потом кавказский народ, наверное, да? Чеченцы, нет? Да, там где-то миллион, там, и так далее. И там где-то там, где-то там вот 490 тысяч якутов, вот потомков великих степняков и прочее, прочее. Но, Интересно. если так говорить, да, от Урала до нас, от Урала по нашу сторону Урала, есть 3 народа, которые по численности большинство.
абсолютное большинство, да, это якуты, буряты и тувинцы. Ну да, так и Да, есть, по идее. да, получается так. И, ну, потом уже идут вот более такие мелкие народы, да, не мелкие народы, пардон, а малочисленные народы, Малочисленные да, народы. малочисленные народы. И задача вот такая, да, вот то, что как-то А вот. вот, но все равно мы не пришли к мнению это по поводу Якутия, ну вот сама вот наша территория. Мы здесь были, якуты, или мы сюда пришли? Как это было? Кто здесь коренной народ в итоге? Ну, Э, как ты считаешь лично? Это твоя вот жизненная позиция, вот ты должен выйти в эту дверь и уже говорить, я автономист. Я всегда знал, ну, в смысле, у меня всегда было вот такое. Я всегда думал, ну, я не, это не, мне скажут, что я манкурт сразу. Я думал, что все равно мы сюда как-то пришли откуда-то. А здесь, ну, как бы коренные народами, я считаю, вот там тунгусо-маньчжурскую группу языков. Типа, ну, там, Да, ну вены, да, венки. да. Вот кто такие коренные народы? Коренные народы это полиазиаты. Ну, Это да. чукчи, это юкагиры, это предки дюктайцы, да, которые предки североамериканских индейцев, да, коренных там Ну, вот, народов Канады. Это вот полиазиаты. да. Потом сюда проникают тунгусо-манчжурские народы. Мгм. А, Они охотники и рыбаки. Ну, вот, я вот про это и говорю, Да, что охотники и рыбаки. Ну, охота, рыбалка, это как бы тут, сам понимаешь, скоро сейчас будет сезон охоты, да, Мгм. вот это надо понимать. Даже мы как бы, да, вот. Ну, у меня вообще почему такое мнение возникло? Ну, почему я в этом уверен? Потому что все время говорят, якуты, мы не были охотниками изначально. То есть они мы скотоводы там, в основном скотоводы. А Не потом, да, охотники. вот потом начинает проникать скотоводы. Мгм. Это вот может быть, ладно, будем говорить, хоро, да, вот хоро. Это Ага. уже монгольские племена, какие-то монголоязычные племена, потом тюркоязычные племена, может быть, отдельный род, отдельное племя, а может быть, один человек, как вот, например, А, Эллей Ботур. мгм. Мой бай, он сюда пришел со своим хозяйством, семьями, родами. Я знаю стариков, которые говорят, мои предки видели, как Омогойбай со своей семьей прошел мимо наших земель. И они передают это всему тогда, всему Это роду да, своему. это А. факт, да. И вот не надо понимать, что вот где-то вот был народ Саха, он Мгм. встал и сюда пришел. Нет, Ага. нет такого понятия. Есть, да, Потихоньку, да? потихоньку, да, вот какими-то вот ручейками, а может быть какой-то момент лавиной, например, да, вот 30-е годы 13 века под натиском монголов, да, например. Мгм. А, И получается такая картина, что вот, ну, когда кто-то говорил же, что Якутск это жопа мира, Ну, или ну, это не факт? ну, все говорят это. Ну, как бы, да, Это но факт. это не факт. Не Это не факт. факт, потому что Это- Якутия- это перекресток миров. То есть отсюда можно попасть, в Китай, в Америку, там, в Ну да. Чукотку, в Таймыр, там, и так далее, и так далее. И кто здесь держит, реку Лена, Ага. он контролирует всю Восточную Сибирь. Это надо понимать. Ну, это кто сказал? Или это Ну, это просто факт? факт. Факт. Это факт. Это Это как... география, это взгляд колонизатора, да. Он почему вот Якутск, он стоит здесь именно, а не там М. где-то там в Покровске там. Ну, и Валек на Потому что, да, севере. кто держит Туймаду, он держит всю реку Лена. А река Лена это, внимание, 2,7 миллиона квадратных километров. Да? То есть Ну это вся да. Восточная Сибирь. Это вся Сибирь в целом, если так взять. Ну, вот так. Восточная. Ну, Давайте восточная, да, ну Восточная да-да-да. Сибирь, да. Отсюда ты можешь попасть в Енисей и контролировать территорию на Енисее. Ты можешь попасть там в монгольские степи, ты можешь попасть в Ну, Амур. мы до Уральских гор, получается, здесь вот так можно. Ну, не Уральские горы, там еще там Енисей, Обь, там есть. Ну, это очень большая территория, Мгм. значимая. И понятно то, что когда мы говорим про скотоводов, да, вот тюрка, ну, самый главный ресурс, который сюда, вот зачем пришли сюда скотоводы? Я не знаю, вот для чего сюда Ну, пришли. как ты думаешь? Самый главный ресурс для скотовода. Ну, пастбище, наверное, ну, еда, нет? А что, для чего еще? Еще что? Я как будто на экзамене. Подождите, зачем так сложно началось? Главный ресурс... Сейчас у меня пара, я опаздываю, я вот поэтому тебя Я понял, давлю. я понял, ага, понял. Так, подождите, а что главный ресурс? Самый главный ресурс для Ну, скотовода. земли. Что? А я не знаю, что еще. Ну, пастбище, земли, ну, питание для скота. Вода. А, Если будет вода, вот сейчас у нас там снег идет, да, Мгм. вот просто, да, вот для нас городских, блин, что тут снег, там, меня уже достал этот снег, да, вот чистишь машину уже не переставая каждый день. А скотоводы не радуются, потому что снега много, а значит, травы будет много в этом Ну, году. я вот и говорю, еды Да. много Да, для... вода. Вода. Если будет вода, будет трава. Нет А. воды, нет травы. Видишь? И сюда начинают проникать скотоводы. Может быть, зимовали, может быть, летовали. Но Мгм. факт есть факт, что вот здесь были скотоводы. Мгм. И определенный момент эти скотоводы начинают здесь постоянно оседать. И Мгм. самый главный признак того, что Саха начинает здесь появляться, вот что делает народ Саха? Саха– это сенокос.
Потому что казахи, кыргызы, тувинцы, монголы, все вот скотоводческие народы, они что делают? Они занимаются отгонным скотоводством. Летних пастбищ к зимним пастбищам. Мгм. У нас, ну, кыпчакский тип хозяйства, да, у нас вот именно, ну, сенокос. То есть главный фактор Ну да. сенокос, это значит кочевники, постоянно кочующие, ну, номады, Мгм. они начинают оседать. И иногда говорят вот это слово, которое мне лично не нравится, полуоседлый, да, вот народ, или там полукочевой. Че мы, полулюди, что ли? Нет. У нас отгонное скотоводство сезонное, например, Но да, почему-то элементами. ущемляются, типа, тем, что ты говоришь скотовод. Это как оскорбление звучит просто. Ну, Почему? не Я знаю. горд. Нет, у меня некоторые... Скотоводы самые свободные люди. Патриархат, вот этот матриархат, вот угнетение женщин только существует, пардон своим друзьям, у земледельческих народов. Потому что самый главный человек, работник, который приносит доход в семью, да, это мужчина. Он Мгм. пашет от горизонта до горизонта, одну монотонную тяжелую работу. М. А женщина может даже быть ловчее стрелять из лука, лучше скакать на лошади, М. лучше красть ее. Ну да. Она может в любой момент тебя зарезать и ускакать в степь, например. Или Ну да. ищи свищи. Ищи, Возможно, да, возможно. да, да, да. А Ну, женщина в земледельческих культурах, она закреплена, она как бы сидит, смотрит за, ну, хозяйством, например. ну то есть у скотоводов она была более свободна. Да, Мгм. да. И вот то, что мы говорим о том, что якутская женщина была, она загноблена, что она была подавлена, это продукт ну, пропаганды начала 20 века, когда вот большевики пришли к власти и начали говорить, М. типа, вот, женщину тоже надо освобождать и прочее, прочее, прочее. На самом деле она была свободна. В смысле, как свободно? Вот что ты понимаешь под словом Ну, свободно? свободна, ну, типа, она была равна в правах с мужчиной. Не знаю, в каких правах только. Ну, конечно, понятно, она не будет равна. В общем, там, мужчина все равно чуть сильнее, чуть. Ну да, как бы какой-то момент вот по сравнению, да, вот наша женщина, ну, скотоводы, у скотоводов, да, Ну, она... нет, сравнить, допустим, женщину, давайте возьмем, ну, в якутской семье, так, до 20 века возьмем, и там, допустим, какую-нибудь крепостную женщину. Они были, ну, они же не были равны, ну, у нас была свободнее, я вот это имею в виду. 100%. Ну, вот, все, Поэтому все наши девушки, и твоя девушка тоже, на вот, ты домой заходишь и молча такой, идешь домой, А, в кроваточку, там, это, вот твое место, сиди там. это тоже генетическая память, короче. Как культурная память, да, 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 да. прикольно. Так, а еще хотел Ну, спросить. можете не согласиться, конечно, да, вот. Не, мы Да, вообще потому что, никто смотри, не почему ставит. сейчас идет такое вот некие понятие, вот, понятие квази-шариата, да, вот, жақтар месяца жетиге, там, вот это. Потому что у нас, у народа Саха сейчас меняется образ жизни коренным образом. Потому М. что мы горожане, прежде всего. 67% Саха живут в городских условиях. Ну, то есть... Не Саха, пардон, а якутян. Мгм. 67% якутян живут в городских условиях. И значит, ну, мужчина начинает терять свои изначальные функции. Да? Вот. Самая главная функция мужчины какая в традиционном обществе? У земледельцев, у скотоводов? Ну, добытчика, что еще? Нет, нет, нет. Ну, как? Защита. Ну да. Ну, логично, Да, логично. защита. Ты должен защитить свою территорию, где пасется твой скот. Женщин, которые ты отобрал, или она к тебе приближена. Детей. Детей, собственно, да, вот самая главная функция защитник, да, вот. И поэтому он был культ, не культ даже, да, вот какой-то был такой момент, вот ботуры, да, вот отдельная тема, М. ботурдар. Богатыри, которые вот родственники Аймахи, вот там самый сильный ботур, и вокруг него они объединялись, да, вот, М. уставляли там каких-то вот, ну, их было не тысячи, да, вот, ну, Ну, какой-то самый сильный профессиональный человек. воин, Да, да, профессиональный воин. профессиональный воин, да, вот, Мгм. который живет здесь, ну, как бы он охраняет территорию. И, Как например, дружинник, типа такого, да, если грубо говоря? Или нет? ну, дружинник — это отдельная тема, потому М. что дружинник — это уже другая тема. Мгм. Ну, Прикольно. ботур, да, вот этот человек, он защищает. Поэтому, Мгм. например, когда сюда проникают скотоводы, Мгм. моментально мы сами говорим о том, что вот да, вот тут начинается уже вот патриархат. Мы сами живем в патриархате, Мгм. где мужчина всегда прав. А это началось с чего? С проникновения скотоводов на территорию Якутии. М. Потому что именно отбивание пастбищ, защита пастбищ, женщин, своей земли, своей территории, это была основная чуть функция. возвысило мужчину Автоматом. автоматом, да. Да, Ну, вот, логично. например, доспехи весят, грубо там от 40 до 60, да, вот ты Мгм. должен еще управлять боевым конем, например. Ну да. Женщина тут как бы постоянно. Вот, тогда мы приходим к такому вопросу, почему, если тут было так много, получается, ну, национальностей, народов, ну, и остались, ну, в большинстве своем якуты у нас, ну, мы... Потому что у якутов было железо.
То есть до прихода на территорию Якутии. Вот сходи в музей археологии и этнографии СВФУ, вы сами тоже сходите. Первый этаж каменный век, второй этаж там коренные народы, и третий этаж там шаман. И вдруг резко появляется железное оружие, потому что это стрелы, батас. Нет, к приходу русского государства эвенов, эвенков, чукчи, якутов было, говорят, по некоторым данным, одинаковое количество. Ну вот, а их стало больше, якутов же больше. Потому что... Давай так. Логично. Насчет колонизации. Тут неудобная тема, очень сильно неудобная тема. Но город Охотск. Я ничего... Охотск город, как не знаешь, в Хабаровском крае. Понял. Это самый старый город, один из самых старых городов на Дальнем Востоке. Его основали казаки. 18 человек. И с ними были якуты. 20 человек. 18-20, все. Математика интересная. Да, математика интересная. И надо еще говорить, что казаки это было... это как профессия. Вот почему-то думаешь, что казаки — это национальность. Это же не... Ну, типа, там не были же только русские. Ну, сейчас, да, сейчас казаки пытаются вот как-то вот идентифицировать себя, да, вот как вот этническая группа или этническое сообщество какое-то, да, но в 17 веке и вообще до 20 века казак это было... Ну, как название отряда, да, профессия. Профессия, это профессия. Это твой статус, социальный статус, профессия. Даже есть слово «казаковать», то есть халтурить, да, вот, когда вот что-то, какие-то места, да, вот. Кто, да, вот был интересный термин даже, да, вот это как ЧВК, да, например. Казаки это кто такие ЧВК? Частная военная компания. Ну, типа такого. То есть, например, если ты же историк, ты вот Иван Грозный, он дает Строгановым вольную, ну не то чтобы вольную, право иметь армию. Армии у них нет, и они нанимают частные военные компании. Ну да, наемники были всегда, да, это определенно. Да, вот казаки. Наемничество. И получается, Охотск, 18 человек казаки, профессия казаков. Я почему-то там уверен, что там из этих 18 явно были кто-то из Саха, Эвенов, чукчи. Ну и 20, допустим, 20. Конкретно прописано Саха. И что? Ну что? Охотск строили для того, чтобы там танцы танцевать, как ты думаешь? Ну нет, это же было, ну, что это, укрепрайон. Ну да. Острог, да. Острог — это укрепление просто. Делай выводы. Ну, все понятно. Дальше идем. И вот Саха здесь обосновывается, и начинается, и вот мы говорим пока сейчас, официальная теория говорит о том, что пока еще это 14-13 века, кулуно-татарская культура, это точно однозначно якутская культура, Саха. Здесь начинает обосновываться. Ну, 18 век, это тут, конечно, большие эпидемии. Почему народ Саха выжил в этих эпидемиях оспы? Потому что скотоводство. Ну, коровы. Вот якуты жили в одном помещении со скотом, да, вот, чтобы сохранить тепло, да. Вот. Естественно, там корову, ну, там у них там вот этот, как там этот пастер или как там вот. Что это такое? Который вакцину против оспы придумал, ветряной оспы. Мне бы знать, кто это сделал, я не знаю. Короче, найдешь. Напишите, кто придумал. Титрах напиши. И получается то, что вот якуты начинают, больше были адаптированы к болезням, да? Вот, ну то есть у них уже были какие-то лекарства определенные. Нет, не лекарства, а иммунитет был. Иммунитет, вот такое слово. Да, интересно. Одна из теорий. Ну то есть и в какой-то момент просто население чуть начало перегонять другие племена, другие народы, да? Так. И надо понимать, конечно, что это было, как сказать, и якуты колонизировали эту территорию, и русское государство точно, да, вот проникало, и явно это, тут два понятия, да, вот у Головнева очень красиво написано «Феномен колонизации», да, вот всем советую читать книгу «Феномен колонизации», там четко говорится, там, что вот два типа, это сукцессия и симбиоз. Сукцессия — это когда один вид полностью вырезает другой вид, а симбиоз — это, понятно, два вида начинают жить совместно. Как ассимилировать, типа такого, да? Нет, не ассимилировать, а симбиоз. Взаимовыгодное сосуществование. Да. Вот так. Интересно. Если не было бы симбиоза, как Охотска, как феномена, что вот его основали якуты, такого бы не было. Блин, интересно. Об этом же много, очень долго можно говорить. Да, в Википедии откройте, там написано Охотск, там что-то написано. Надо про Охотск прочитать, я почитаю. Да, прочитайте историю Охотска, там очень красиво. Очень. Охотск — это, да, это якутский город, надо так говорить. Якутский город. Ну, основали, да? Основали. 20 человек, точно. Факт. Факт. Было больше нас. Надо в Охотск ехать. Даже наша территория. Так, в общем. Что такие вещи говорите? Ну ладно. Для протокола это он говорит. Я могу говорить. Я никаких... Я могу в шутку сказать. Кто сказал? Никаких плохих вещей. Ничего плохого не хочу сказать. Все может быть в шутку, в иронию. Так,
Ну и, наверное, в завершение скажу я, ну, хочу спросить момент. Вот сейчас все мы роднимся с казахами. Ну, так как все мигрируют у нас много людей. Насколько якуты и казахи близкие народы? Вот так давай, По генам по генам. нет. Ну, однозначно. Есть, конечно, параллели, потому что у всех от них, Чингисхан однозначно Мгм. как-то намешал там воду, Мгм. ну, кровь точнее. По языку, да, 100%, потому что, Ну, счет у нас почти похожий, ну, допустим. тюркский, да, Да. общий тюркский, да, вот это момент. Меня лично как историка удивляют формы захоронения казахов, якутов, да, вот дохристианские захоронения. Мгм. У нас есть буквально по генам мы как бы разные, да, вот, Мгм. ну, все люди братья, Мгм. да, но все-таки там какие-то вот отклонения есть а, от общего предка, да, который вот жил там, черт Мгм. знает когда. По культуре удивительно очень много параллелей, да, вот это надо понимать, это мне очень интересно, вот нравится, да, то есть был когда-то время, когда вот, ну, это вот кыргыз, вот помнишь, вот это енисейский кыргызы, да, вот Мгм. считается, да, вот где-то примерно 11-12 века, да, вот до прихода монгол, когда приходят монголы, енисейские кыргызы, они рассыпаются по всей территории Евразии. Мгм. И, может быть, тогда там отдельная волна, последняя волна скотоводов дошла до нас, и это стало основой для появления культуры народа Саха. Мгм. Какая-то волна добежала с монголами, с кыргызами, добежала до э, прикаспийских степей и нынешней территории Тяньшани и прочее, да, Мгм. вот где-то так, ну, грубо говорю, это грубо, Мгм. грубо. И там, да, вот начинается где-то 13, 14, 15 век, да, вот уже появляются вот народы казахи, кыргызы, саха и так далее, так далее, так далее. Уже То есть, так да, у нас называют. одинаковый тип хозяйствования, одинаковый, вот даже Мгм. хой-бага, да, вот ты дурак, баранья голова. У нас, например, у якутов нет барана, но у нас он называется хой. Мгм. И даже ругательство хой-бага. Ну вот, и вообще много всего похожего, Да, что... да, и да, вот где-то вот с точки зрения культуры общность была однозначно 100%. Мгм. Скотоводы однозначно, это вот культура. Вот если ты, например, начинаешь заниматься скотоводством, то ты вот явно кочевник, степняк и прочее, прочее, Ну, прочее. то есть, получается, генетически мы не похожи, но культурно, возможно, мы были... Да, Ну, и самоощущение, мировоззрение, да, вот это надо м, вот говорить, вот даже по вере. мгм. И Ну, по вере-то нет, да, они и же вот тут мусульмане. сейчас мы, историки, спорим. Вот, ну, не спорим, а в замешательстве. Как вот мерить народы, как систематизировать народы? По языку? Никак. Тоже непонятно, да, По религии нет. получается. По религии однозначно, как-то странно Мгм. тоже. По мясу крови какое-то отличить, да, вот, ну, По как бы культуре? тут тоже, ну, культура тоже, да, вот это. Ну, кумыс есть, Да, допустим. да, вот это надо Варган, понимать, варган. и из множества единый, да, можно так говорить. Мгм. Вот так. Очень много параллелей в Мгм. общности. И надо искать такие параллели в общности, потому что именно когда ты говоришь, о, вот это же одинаково, ты начинаешь уже, когда появилась эта одинаковость? И Видишь, когда она разъединилась, тоже когда интересно. она разъединилась? Это уже история. Вот М. этот момент. Вот такие пироги. Ну, вот такие пироги. Что ж, ладно, спасибо большое, Айтал. Спасибо, М. спасибо. Вам А, спасибо. Мы еще продолжим разговор, я уверен. Такой у нас первый интересный подкаст. Если вам интересно, пишите. Мы продолжим. Пишите, кого позвать, или пишите, что мы еще с Айталом можем обсудить. Мы прям можем очень долго разговаривать на какие-то темы интересные. Он просто спешит, так бы мы продолжили. У меня пара там уже все они убегают. Да, в общем, уже там сейчас убегут студенты, поэтому мы тоже убегаем. Все, всем большое спасибо. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Ну, про колонизацию будут все хотеть говорить, да? Вот, Да, потому что бомбанет там, это пуканы жестко. будут гореть так, что земля это Да, это же сдвинется. такая тема, как его, ну, в этом плане, Ага. странноватая, потому что сейчас Деколонизация мышления. колонизация, кто мы, Да-да-да. нас захватили или нас не захватили, Мгм. мы смогли отстоять, там, прочие вещи.